Пакистане на улицы городов вышли сторонники Народной партии Авами, объявив трехдневный траур в связи с гибелью в столице страны Карачи лидера партии. В Пешаваре демонстранты перекрыли главную автомагистраль города, скандируя протестные лозунги в отношении как талибов, так и пакистанских сил безопасности. Руководители партии объявили о подобных акциях по всей стране в знак протеста против убийства ее лидера, совершенного 23 ноября. На юге Турции, близ границы с Сирией, пытаются найти пристанище десятки тысяч курдов, покинувших осажденный сирийский город Кобани. 23 ноября толпы местных жителей собрались на возвышенностях вокруг города, чтобы наблюдать за боями между курдскими войсками и боевиками так называемого исламского государства. У многих из них в Кобани остались родственники и друзья, которые защищают город в составе подразделений народного ополчения. Эти подразделения на севере Сирии продолжают пополняться и женщинами, готовыми оборонять свои города и селения от боевиков террористической организации «Исламское государство». 23 ноября в городе Эль-Камышлы прошли учения для женского контингента таких подразделений, в ходе которых отрабатывались выполнение команд и навыки владения огнестрельным оружием. За последние месяцы боевики организации «Исламское государство» подвергли атакам целые регионы проживания курдов в Сирии и Ираке, вынудив сотни тысяч местных жителей покинуть свои дома. В Сагдийской области Таджикистана местные власти вручили денежные премии почти 30 журналистам. Их получили сотрудники как государственных, так и негосударственных средств информации, а объем премии составил в пересчете от 300 до $1200. В марте этого года власти Сагдийской области предоставили нескольким местным журналистам земельные участки. В столице Казахстана Астане из-за резкого похолодания пришлось закрыть школы и предприятия. Мороз достигал 26 градусов, замерзали двигатели автомобилей, а местные жители использовали любую возможность согреться.